Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что преподнесут вам следующие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о себе, о своей жизни, загадайте на себя. Задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же вам по судьбе на будущей неделе? Какой она для вас будет? Что принесет? Так, очень хорошая неделя у вас будет, мои дорогие. Очень много разговоров. Разговоры все позитивные, продуктивные. И вы знаете, вы будете просто в центре внимания. Вот это вы, венец. Венец рисунка — это вы. К вам люди тянутся и с одной стороны, и с другой стороны. Вы знаете, очень много встреч, очень много. Встречи и с близкими, далекими, знакомыми, новыми людьми в вашей жизни будут. А вы на расхват. Поберегите себя. Поберегите свою энергию, потому что будут приходить люди не только хорошие, положительные, с добром, скажем так, но и люди со своей задней мыслью. Люди, может быть, не совсем порядочные, может быть, какие-нибудь там хитрецы, может быть, подлецы. Вы эпицентр, все тянутся к вам. Будьте осторожны, будьте разборчивы. Я понимаю, что вы человек с большим сердцем, вы всем готовы помочь, вы готовы все на себя взвалить, никому не отказываете. Это вообще не в вашей природе. Но есть такие обстоятельства и ситуации, когда нужно быть, скажем так, не хочу никого обидеть, да, но нужно быть больше, как, знаете, умнее, за себя быть, да, не позволять своему организму тратиться просто-таки до 0. Вот подумайте об этом. Потому что вижу у вас такую ситуацию. Возможно, в какой-то из дней вы прям почувствуете, что вас выпили. Энергетически прям вот упадок сил. Да? Вот все, хочу сидеть, и чтобы меня никто не трогал. Вот этот момент может быть. Вы в этот день как-то слишком вот прям, вот они ваши нехорошие люди, особенно вот человек с палочкой идет, пожилой какой-то человек, женщина, мужчина, я не скажу на песке, но то, что человек прям, смотрите, очень близко к вам подойдет, может быть через какую-то жалость, да, вы слишком сильно откроетесь, может быть через, знаете, желание уладить, может быть, какой-то вопрос, да, во что бы то ни стало помочь. Думайте наперед и реально оценивайте свои силы. Понятно, что хочется всем и все дать, помочь, решить. Но с другой стороны, вы у себя одна, либо сам у себя один. Поэтому поберегите себя. Здесь, возможно, кстати, очень серьезный разговор в семье. Да, у кого-то прям отыграется, когда влюбленные, да, либо пара людей просто будут обсуждать планы на будущее, и здесь вскроются какие-то нарывы. В каждой семье, в каждых отношениях, благополучные и неблагополучные, всегда есть какие-то скрытые темы, закрытые темы, либо когда оба пытаются не трогать какие-то, вот, знаете, острые углы, да, чтобы не пораниться. Здесь произойдет момент, когда вы вскроете то, что долго висело дамокловым мечом над вашей, например, общей кроватью. Здесь будет разговор, вот ожидание, да, что затронули эту тему, все, сейчас полетят головы, а наоборот произойдет. Вы знаете, вот то, чего вы долго избегали, но то, что вас беспокоило, будет наконец-таки обговорено, да. То есть вы придете к какому-то консенсусу, вы сможете больше, знаете, как открыться друг перед другом. Разговор непростой, я сразу говорю, непростой, но очень результативный и, знаете, вопреки всему будет спокойный. Может быть, начнется на повышенных тонах, но закончится, вот знаете, вот обнимашками, признаниями и вот этим ощущением единства. Что вот не зря мы встретились, как мы нужны друг другу и как мы любим друг друга. У кого-то такой разговор может быть даже через связь в интернете, либо по телефонному звонку. В любом случае,
выйдет правда, выйдет то, что беспокоило, выйдет какой-то вопрос, и с вашей стороны я вижу какие-то, может быть, подозрения, сомнения, вопросы, и со стороны вашего партнера. Также может отыграться такой разговор в отношении, например, родителей и дети, либо там братья, сестры, либо близкие какие-то родственники. То есть момент истины. Это где-то серединка недели. У вас произойдет этот момент. Следующее. На работе. На работе у вас все стабильно, но важный момент, еще раз, да, не тратьтесь прям полностью. Я вижу, что вы человек очень ответственный, я вижу, что вас и просить не надо, вы сами все, что видите, все делаете. Вы любите помогать другим. Знаете, вот этим моментом могут пользоваться. Даже если вы и знаете, что пользоваться, но вы как-то, знаете, глазки закрываете, говорите, ну ладно, не убудет от меня, да. Здесь очень важно вам быть таким, как вы есть, да, человеком открытым, приветливым, профессиональным, но в то же время все-таки разграничить зону ответственности, да, свою работу делать отдельно. Если кому-то нужна помощь, просто подскажите, но не стоит за других работать ни в коем случае. Запомните, вам на эту неделю нужно все-таки себя поберечь. Я понимаю, что вы с собой делать ничего не можете, да, вот прям желание всех спасти, весь мир спасти, но тем не менее постарайтесь, потому что у вас какой-то, знаете, прям риск есть, что вы энергетически можете сильно пострадать на этой неделе из-за, вот знаете, всплеск такой у вас идет эмоциональный, очень много общения, очень много разных людей, вот это калейдоскоп человеческих лиц, здесь может быть вот такая неприятность. Но я вас предупредила, вижу, что вы можете с этим всем справиться, и вижу, что вы можете даже и поменять свое будущее, да, и не попасть в эту ситуацию. Дальше, мои дорогие, вот у вас гость какой-то на пороге, смотрите. Человек в центре идет, потому что человек для вас важный, либо дело, с которым он придет, будет очень важным для вас. Но вы не забывайте одну вещь, что вы с этим человеком очень разные, абсолютно разные. И на жизнь вы также смотрите по-разному. Может быть такой момент, что придется задуматься, либо момент недопонимания. В этом случае я бы вам посоветовала, во-первых, постараться абстрагироваться и посмотреть на ситуацию, скажем так, сторонним взглядом. Это вам очень хорошо поможет. Потому что здесь именно какое-то недопонимание, либо, знаете, разность приоритетов, что-то может повлиять. То есть встреча будет очень радостной, долгожданной, да, вы друг другу очень будете рады. Но какая-то мелочь, да, может как бы немножечко подпортить это впечатление. Также, кто у меня в отношениях, неважно, вы вместе в паре, в браке, либо вы на расстоянии, будьте готовы к тому, что вы будете пользоваться очень активным вниманием со стороны мужчин, и чтобы на вас не легла тень вот каких-то, может быть, подозрений вашего любимого, что вы можете изменять, либо что вы, такая, скажем так, сердцеедка, да, потому что здесь и ревность присутствует. Причем ревность такая, знаете, мужчина может очень сильно обидеться и уйти в себя. А вы будете стоять, хлопать глазками и не понимать, а что случилось, почему он так себя ведет. Будете думать совершенно другое. Здесь именно ревность. Он увидит что-то такое, знаете, вот на его взгляд возмутительное, обидится сам в себе и отвернется. Вот этот момент может быть. Здесь очень важно вам не в позу становиться, вот я, видите, прям буква я, да, вот так нельзя. Нужно наоборот постараться его разговорить любым путем. Разговорить и объяснить, что ты ошибся, что я кроме тебя никого не вижу. Ты для меня мой мир, моя вселенная. Понимаете, не бойтесь этого. Мужчины, они такие, знаете, они как дети в душе. Они любят, когда с ними говорят понятными словами, добрыми словами. Не когда там догадайся, милый, мол, сам, что я имела в виду, а когда им все, как говорится, правильно изложить нужно. Если вы мужчина и смотрите меня, вы можете приревновать любимую женщину. В этом случае постарайтесь не принимать за чистую монету все, что вы там увидели, что вам показалось. Просто дайте возможность. Вы выбрали эту женщину, да, значит, вы ей доверяете. За что-то ж вы ее полюбили. Зачем же вы так сразу от нее, скажем так, отстраняетесь, да, отворачиваетесь? Дайте ей возможность объяснить, что это было. Если вдруг что-то прям такое
невероятное произошло, не надо убегать от проблемы, а нужно прийти и постараться спокойно обсудить. И просто спросить: милая дорогая, что это было? Вот расскажи мне, что вот мне показалось, что ты с кем-то там флиртовала, да? Либо кем-то ты увлечена сейчас. Поверьте, вот это лучше. Разговор — это лучше всего. Обидеться, уйти, спрятаться вы всегда успеете. Это непродуктивно. Это то, что ворует ваше время, ваше жизненное время, и ваши эмоции, ваши силы, вашу энергетику. Здесь нужны разговоры. Следующий момент. Здесь урожай у вас. С двух сторон у вас идет урожай. Вы на этой неделе 100% получите то, что вы ранее посеяли. То есть где-то вы вложились, где-то вы что-то поработали, что-то сделали. Возможно, это было намного заранее до этой недели. Вы получаете результат. Результат хороший. Если вам обещали какие-то, может быть, денежки, возврат, получение, прибавки, зарплаты, выплаты, вы все получите, мои дорогие. Даже у кого-то есть, ну, я не знаю, может быть, от детей, либо от родственников. То есть кто-то близкий порадует вас какой-то хорошей суммой денег. Вот прям принесет и скажет: вот тебе, мамочка, моя первая зарплата. Потрать ее, пожалуйста, на себя. Либо, вот знаете, какой-то такой добрый момент. Либо муж там, да, заработает премию, принесет, скажет: вот, моя любимая дорогая, вот тебе денежка, сходи там, я не знаю, в спа-салон, купи себе, что нравится, либо распорядись этими деньгами так, как посчитаешь нужным. Знаете, вот и деньги идут, и очень хорошее теплое ощущение от этих денег. Да? Не будет в этот момент: ох, мне надо там идти, платить туда-сюда, что-то купить, куда я потрачу, как мне все правильно рассчитать. А наоборот, вот прям тепло пойдет. Да? Вот вы скажете: ой, как хорошо. Как хорошо, что мои любимые вот обо мне заботятся, а мне денежку несут. Следующий момент. Здесь у вас прекрасный шанс на то, чтобы как-то о себе заявить. Вот время, что вы можете вот миру сказать: вот мир, смотри, это я. Я вот такая вот прекрасная, замечательная девушка, либо мужчина, я умею то и то. То есть в какой-то момент даже, может быть, если ухватиться за него, да, то в будущем это принесет какую-то популярность, известность, славу, может быть, мировую, а может быть, в своих каких-то кругах. Вы знаете, вот момент заявитесь, не упустите этот момент, потому что у вас как будто бы, знаете, толпа конкурентов за спиной стоит. И все дышат вам в спину. Если вы не побоитесь, если вы выступите и блеснете своими способностями, своим талантом, я вас уверяю, вот это будет начало перемен, очень серьезных перемен в вашей жизни. Они будут, конечно, поэтапными, это не в один момент все случится, но тем не менее. Это будет отправная точка. Пожалуйста, не упустите это время. Вы его почувствуете. Вот прям, знаете, прям желание будет, да, себя показать. Не сопротивляйтесь. Я понимаю, что природную скромность ее, сложно перебить, да, и сложно ее отменить. Но тем не менее, если позыв будет блеснуть, пожалуйста, не стесняйтесь, делайте это. Это очень важно для вашего будущего. Эта ситуация не только этой недели, но и на ваше будущее. Так, мои дорогие, еще очень важно. Дорога. Дорога у вас тут выходит какая-то темная. Она у вас и по левой стороне, и она темная, и с вопросительным знаком. Вот она, видите? Если вдруг вам куда-то в темное время суток нужно будет ехать, и будет эта дорога под вопросом, будет у вас ощущение, да, вот, предчувствие, что может не стоит, может не надо, может быть даже какие-то моменты, когда сама судьба блокирует, да, где-то не успели, где-то задержались, вот по времени как-то там у вас нестыковочки идут, лучше отмените эту дорогу. Она вам идет вообще пустой. То есть в лучшем случае вы поедете, как говорится, там замок поцелуете, да? В худшем случае вы еще можете, например, там, в дождь попасть, либо замерзнуть, либо, не дай бог, там с транспортом какие-то проблемы там случаться. Да? То есть если вопрос есть, и вы понимаете, что я могу, в принципе, и отложить, да, или я могу не успеть, лучше не рискуйте. Вот темные дороги вам на эту неделю лучше не посещать, да, вот, если специально куда-то ехать. Если вы в темное время возвращаетесь с работы домой, это нормально. Но если вы еще планируете какие-то там дела поделать, там еще с кем-то повстречаться, повидаться, и понимаете, что под вопросом у вас это, лучше не надо. Еще момент. Момент какой-то вот женщина, подруга, женщина, может быть даже мама, может быть родственница какая-то, начальница. Вот эта женщина, она очень сильно, знаете, как негативит в вашу сторону. Возможно, будет момент такой, да, вот с каким-то, может быть, вопросом, с претензией она к вам придет. Здесь очень важно выслушать ее, да, и,
как бы корректно сказать, да, намекнуть, что нет времени обсуждать этот вопрос. Не поддавайтесь на ее провокацию, потому что у нее будет очень плохое настроение, и все, что она вам будет говорить, это будет, как, знаете, горячка. Да, в горячке там наговорила всякой гадости, сама этого не думала, не желала и не хотела, да, как сорвалась, да, вот выплеснула весь, может быть, негатив свой именно на вас. Если вдруг такая ситуация происходит, просто вот каменное лицо, нервы в кулак, и все. Пройдет время, буквально, может, несколько часов, она вам позвонит, либо придет, скажет: ну извини, вот такая ситуация была, я не хотела, я случайно. Я вообще там и не думала, да, чтобы с тобой ругаться. У меня там настроение плохое, да, кто-то подпортил, либо там неприятность у меня случилась. Вот этот момент я тоже у вас вижу. Так, следующее. Это вот касается родителей. У кого пожилые родители, либо родственники пожилые. Возможно, тоже какой-то момент такой, знаете, со здоровьем связанный, когда, будет капризничать взрослый человек, да, будет вот как-то, может быть, избегать лечения, либо утаивать, что там, не знаю, не кушает он еду, либо не принимает лекарства, либо вот прям нежелание, да, нежелание заниматься своим здоровьем. Здесь тоже, знаете, нужно найти подход. Нужно человеку идти не с тем, что ты должен, ты обязан и прочее, прочее, а с тем, что дайте ей надежду. Дайте надежду на то, что этот человек, он важен. Важен именно не как ваш родственник, не как там не знаю, мама, там, папа, да, дедушка, бабушка, а как личность. Понимаете, как личность он важен. Найдите такие слова, найдите такой подход, чтобы человеку дать возможность либо рассказать о той возможности в будущем, если он поправит свое здоровье, чем бы он мог быть полезен, важен, да, для чего он нужен. Вот этот момент очень важно. Просто я вижу, что это у вас не первая ситуация, и вы как будто бы уже устали от этих капризов. Усталость, да, вот прям идет. Постарайтесь. Знаете, если вы найдете правильный разговор, правильный подход, я вас уверяю, в будущем у вас вообще таких проблем не будет. Дайте стимул для этого человека. Все сразу поменяется. Так, ну и для тех, кто у меня общается в поисках. Здесь я вижу девушку, которая постоянно куда-то смотрит. То ли, может быть, в телефон, может быть, в монитор. Где-то вы, вот, может быть, с кем-то общаетесь в интернете, знакомитесь. Но у вас как будто бы, есть какие-то варианты, но все не то, не тем. Знаете, к вам постучится неожиданно человек, и он постучится по какому-то рабочему вопросу, связанному с вашей работой, либо с его работой. Может быть, вы будете искать какого-то специалиста. Вот с этим человеком я бы вам рекомендовала немножечко пофлиртовать. Потому что этот человек хороший. С этим человеком, если даже и любовь не получится, то получится очень хорошая дружба на будущее. То есть у вас есть шанс познакомиться с таким замечательным человеком. То, что вы там в интернете ищете, это отдельно. Там сейчас у вас как будто бы, знаете, как пустовато. Да? Люди какие-то вроде есть, но они, скажем так, плюс-минус, да, вам не подходят. Эта неделя вам обещает вот прям настоящего друга. И если вы эту дружбу будете развивать в будущем, то это может быть и прекрасный брак, счастливая семья. Вот так вот, мои дорогие. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.